В Индии одна общественная организация выпустила банкноты номиналом 0 рупий, которые визуально напоминали 50 рупий. Купить еду или другие товары за них, конечно, не получится, но с чистой совестью ими можно расплатиться с коррупционером. Наши деньги настоящие. И за них можно что-то купить, ведь речь идет о 100 тысячах рублей. Это игра «Ума-палата». Игроки, представьтесь. Меня зовут Семен Егоров, я работаю фрилансером в сфере строительства. Меня зовут Светлана Севастьянова, я библиотекарь. Светлана, какой совет вы можете дать себе, чтобы в сегодняшней игре проявить себя наилучшим образом? Сосредоточиться на вопросах, не отвлекаться. А на что вы можете отвлекаться? На цвета, уходить в свои мысли. Хорошо. Имеется ли у вас опыт участия в интеллектуальных играх? Успешный ли он? Нет, опыта такого нет, но я сама составляю квизы. Хорошо, мы надеемся, что этот опыт составителя заданий поможет вам сегодня. Ну а мы готовы побеседовать, видимо, с Семеном. Семен, как вы настроены на сегодняшнюю игру? Я настроен на победу. Светлане стоит бояться вас? Ну, наверное, нет, посмотрим, как сложится игра. Странно, конечно, вы себе противоречите. Ну ладно. Знаете ли вы, что на вопросы нужно отвечать быстро? Наши игроки нередко жалуются на то, что их мозг очень медленный. У вас быстрый мозг? Посмотрим, но, скорее всего, он тоже не особо быстрый. Видимо, тогда Светлане действительно не стоит вас бояться. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, ответив верно на 20 вопросов. Во всех раундах нашей игры, коих будет ровно 3. А пока что перед вами находится черный ящик, в котором 2 цветных шара – синего и красного цветов. Вам нужно вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать на вопросы первого раунда первым. Приступайте. Замечательно. Семен, вы получили преимущество и будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место. И мы будем начинать игру. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Начинает Семен. Итак, первый раунд. Семен, какая система организма будет в первую очередь отвечать на борьбу с простудой? Иммунная. Верно. Светлана, в какой стране находится Пизанская башня? Италия. Верно. Семен, в каком возрасте Петр I был провозглашен царем? 16. В 10. Светлана, что означает термин фаланги в анатомии человека? Пальцы. Верно. Семен, сколько статей в Конституции Российской Федерации? 240. 137. Светлана, как звали вторую жену Иосифа Сталина? Надежда. Аллилуева. Семен, продолжите название российской комедии «На Дерибасовской хорошая погода» или... Брайтон-Бич, идут дожди. Верно. Светлана, кто в России изобрел радио? Попов. Олег. Верно. Семен, кто впервые в мире вышел в открытый космос? Леонов. Верно. Светлана, как называется маринад из соленых огурцов? Пас. Рассол. Семен, чем увлекается ферроэквинолог? Пас. Железными дорогами. Светлана, территория какой страны не была французской колонией? Канада, Мексика, Доминиканская республика, США. США. Мексика. Семен. Это выражение пошло из речи чиновников 19 века. В то время именно такую фразу использовали казнокрады, чтобы скрыть свои хищения в книге расходов и приходов. Эта фраза «пиши пропала». Светлана, что из перечисленного не является литературным приемом? Оксиморон, синекдоха, спирохета, архетип. Синекхода. Спирохета. Семен. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Пас. Закон Кулона. Светлана. В каком году христианство разделилось на православие и католицизм? В 16 веке. В 1054. Семен. Какая геометрическая фигура получится, если вращать круг вокруг своего диаметра? Окружность. Шар. Светлана. В какой стране находится самый большой в мире действующий вулкан? Россия. Верно. Семен. Сколько кубических сантиметров в кубическом метре? 100.
Миллион. Светлана, какого разряда местоимений не существует в русском языке? Возвратные, притяжательные, личные, поступательные. Поступательно. Верно. Семен, как называется устройство, способное накапливать электрические заряды? Пас. Конденсатор. Светлана, сколько реформ правописания претерпел русский язык? 12. 3. Первый раунд завершен. И общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Светлана дала 6 правильных ответов, а Семен только 3. Светлана, какие ощущения от игры? Показались вам вопросы легкими или сложными? Мне очень понравилось. Понравилось. А степень сложности вопросов? Нормальная для среднестатистического человека, читающего. Вы так считаете? Но при этом дали только 6 правильных ответов. Мгм. Мгм. Понятно. Семен, а каково ваше положение? Почему проигрываете Светлане? Почему только 3 правильных ответа? Я мог выступить получше. Вот некоторые вопросы знал ответ, но Но? вылетело из ума. Мгм. А было ли там, да? Ну ладно. Был ли какой-то вопрос, который вам запомнился больше всего? Ну вот, который я ответ знал, закон Кулона, конденсатор, я это вполне мог ответить. Но не получилось. Мгм. Понятно. Светлана, ни на что не отвлекались, ни на цвета? Нет, мне удалось. Ну хорошо, замечательно. Видимо, именно это позволило вам получить преимущество. Переломный момент, Светлана. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход хода в этом этапе происходит после ошибки игрока. А значит, тот, кто начнет, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Светлана, как выглядит число Google? 3,14. Единица со 100 нулями. Семен, какую религию исповедовали в Древнем Китае? Буддизм, Верно. Семен, во что играл герой романа Достоевского «Игрок»? нарды, В рулетку. Светлана, какой отряд млекопитающих является самым многочисленным? Жуки. Грызуны. Семен, богиней чего являлась Немезида? плодородие, Возмездие. Светлана, язык каких народов оказал сильное влияние на развитие английского языка? Евреи, славяне, кельты, викинги. Кельты. Викинги. Семен, вспомните последовательность полос на государственном флаге. белый, синий, красный, Верно. Семен, какой город стал столицей Руси в 882 году? Верно. Семен, как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету? фотосинтез, Верно. Семен, как правильно пишется слово? Фантасмагория или фантосмагория? фантасмагория, Фантасмагория. Светлана. Порфирий Петрович, герой какого произведения? Герой нашего времени. Преступление, наказание. Семен, назовите самую Северную Республику Российской Федерации. Чечня, Республика Саха-Якутия. Светлана, кровеносные сосуды, которые уносят кровь из сердца, называются? Пас. Артерии. Семен, какое из этих произведений написал не Михаил Лермонтов, кавказский пленник, Мцири, герой нашего времени? кавказский пленник, Верно. Семен, какая республика годами добивалась вхождения в состав СССР, и ее в конце концов приняли в 1944 Пас. году? Республика Тва. Светлана, назовите столицу Аргентины. Уругвай. Буэнос-Айрес. Семен, кто разработал крестьянскую реформу, проведенную во время правления Александра II? пас, Николай Милютин. Светлана, назовите самую глубокую реку в России. Лена. Енисей. Семен, кто из этих знаменитостей не литературная выдумка, существовал на самом деле? Василий Теркин, Козьма Прутков, Остап Бендер, Вещи Олег. вещи Олег, Верно. Семен, вспоминаем Руслана и Людмилу. В чем не был побежден Пас. Витязь Фарлав? В пирах. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь факты. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Светлана дала 0 правильных ответов, а Семен 6. Это означает, что именно Семен проходит финал игры «Ума палата». Светлана, вы все-таки отвлеклись на цвета? Нет, мне попадались очень сложные вопросы. Вы так посчитали? Да. На вопросы Семена вы знали ответы? Да. Например? Ну, Но там вспомнить вы несколько не было. можете. Понятно. Порфирий Петрович, чем вас обидел с преступлением наказания Достоевского? Вы ведь в библиотеке. Да, я перепутала. Ага. Порфирий Петрович кем был в романе? Видимо, следователем. Спасибо. Видимо, пришло время с вами прощаться. Что-то можете пожелать своему оппоненту. Удачи и легких вопросов. спасибо.
Видимо, ему пока что с ними везет. До свидания. До свидания. Семен, в начале нашей передачи вы говорили о том, что Светлане не стоит вас бояться. Тем не менее, вы ее одолели. Это была уловка, хитрый прием? Возможно, и так. Мгм. То есть вы придумали какую-то стратегию, тактику. Да. Хорошо. Вы готовились? Если честно, нет. Не готовились? Нет. Но, видимо, это и вам помешало Помешало назвать Якутию в качестве самой северной чего? Я перепутал стороны республики, света. перепутав ее, конечно же, с Кавказом Южным. Да. Понятно. Тем не менее, Семен, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов за всю игру до 20, у вас появится уникальный шанс выиграть наш главный денежный приз – 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы можете выиграть в конце нашего телесезона. Семен, кто стал правителем России после убийства Павла I? Петр. Александр I. Где находятся самые протяженные горы? Анды. Верно, в Южной Америке. Какое из этих слов написано неправильно? Оловянный, деревянный, песчаный? Песчаный. Верно. 451 градус по Фаренгейту. Это сколько в Цельсиях? 0. 232. Какое из этих сражений произошло в 1790 году? Ледовое побоище, Чесменский бой, Полтавская битва, Полтавская битва. взятие Измаила. Какой цвет приобретает фенолфталиен в щелочной среде? Фиолетовый. Малиновый. Кто такой Святослав Рихтер? Сейсмолог, художник, пианист, шахматист. Пианист. Верно. Что из перечисленного относится к условным рефлексам? Линька змеи, рытье крутом подземных ходов, вскармливание молоком, лай собаки при команде Скармливание «Голос». молоком. Лай собаки при команде «Голос». В каком году произошел Карибский кризис? 86-й. В 62-м. К какому жанру относится произведение Николая Гоголя «Мертвые души»? Роман. Поэма. Период правления какой императрицы называют Бероновщиной? Анна Яновна. Кровью питаются только самки комаров. А что едят самцы? Пас. Сок растений. Время вышло. «Мертвые души», в принципе, поэма, так определял сам автор, но, в принципе, это можно отнести к роману. На самом деле, это был правильный ответ. Семен, как считаете, набрали ли вы за всю игру 20 правильно? Нет, я насчитал 11. А считали 11? Неплохо считаете? Мгм. Учились на кого? На инженера-землестроителя. Мгм. Понятно. И в математике хорошо учились? Да, хорошо. Ну, замечательно. Ну что же, за все время игры я задал вам 12 вопросов. Вы дали мне 4 правильных ответа. А всего за игру вы дали не 11, а 13 правильных ответов. В математике, видимо, вы тоже не очень блестящий. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума Палата», где денежный приз в 100 тысяч рублей может выиграть любой, если он умный, азартный и, конечно, удачливый. Познакомимся с нашими следующими игроками. Это «Ума Палата». Средняя зарплата генерального секретаря Леонида Брежнева составляла почти 1000 рублей. Это означает, что для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей, Брежневу пришлось бы работать практически целый год. А у наших игроков есть шанс заработать 100 тысяч за считанные минуты и прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Куприянов Джулур. Я являюсь студентом СВФУ и Института математики и информатики. Здравствуйте, меня зовут Степан Куприянов. Я студент Якутского колледжа связи и энергетики. Степан Джулур, вы являетесь младшими братьями Кристиана Куприянова, стобальника ЕГЭ по истории, того самого, о котором несколько лет назад говорили все средства массовой информации Якутии. Также блестяще вы закончили школу, как и он. Как учились в школе? Нормально. Нормально. Не так, как он. Ну, не так. Понятно. Степан, как учились в школе? Хорошист. Джулур, судя по вашей реакции, быть родственником стобальника не очень легко. Нужно ведь соответствовать определенным ожиданиям, ведь так? Да, стараюсь. Степан, если сегодня игра завершится полным провалом, как будете оправдываться перед Кристианом? Даже не знаю. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей.
ответив верно на 20 вопросов во всех раундах, которых будет ровно 3. А пока что перед вами черный ящик, в котором находится 2 шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть один из шаров, и так мы узнаем, кто начнет нашу игру первым в первом раунде. В игре «Ума палата» начинает тот, у кого шар красного цвета. Приступайте. И Степан будет отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы начнем игру. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество баллов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет эту игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Начинает Степан. Итак, первый раунд. Степан, нават – это сахар или соль? Сахар? Верно. Джулур, какое занятие предполагает наличие судна? Серфинг или рафтинг? Серфинг. Рафтинг. Степан, сколько пядей во лбу у мудреца? 6. 7. Джулур, какое животное неравнодушно к новым воротам? Пас. Баран. Степан, какого цвета носят очки люди, слишком позитивно воспринимающие мир? Розовый. Верно. Джулур, самое знаменитое хлебобулочное изделие, умеющее разговаривать с лесными зверями, это? Колобок. Верно. Степан, как называется массовая рассылка людям, не желающим ее получить? Спам. Верно. Джулур, что используют в своем обиходе пчелы и женщины? Пас. Воск. Степан, кто летал в космос вместе со стрелкой? Белка. Верно. Джулур, ввоз товара из-за границы называется? Импорт. Верно. Степан, шашка, достигшая последнего ряда. Пас. Дама. Джулур, хищная рыба, живущая в пресной воде. Пас. Щука. А, Степан, на языке какого животного говорил Гарри Поттер? Змеиный. Верно. Джулур, как называются слова, противоположные по значению? Антоним. Верно. Степан, назовите музыкальный инструмент с 47 струнами. Пас. Арфа. Джулур, кто написал повесть Ася? Пас. Тургенев. Степан, в стакане с ручками стоят 6 ручек, которые еще пишут, и 4 ручки, которые уже не пишут. Случайно выбирается одна ручка. Какова вероятность того, что она пишет? Пас. 0,6. Время вышло. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Степан дал 5 правильных ответов, а Джулур только 3. Джулур, с чем это связано? Ну, я не так быстро думаю. Мозг медленно думает. Ладно. Были ли вопросы, на которые вы знали ответы? Да. Мне кажется, что они все-таки были. Были. Какие вопросы? Вот. Вопросы, которые попались моему брату. А вопросы, которые попадались вам? Да, были. Например? Щука, но я был не уверен, поэтому... Да, а ведь вы произнесли этот звук «ща», я его услышал, но почему-то не стали отвечать. Это вывод, видимо, следующий, что надо быть смелее. Степан, как ощущение от игры, от первого раунда? Нормально. Степан, вы ответили на 5 вопросов, в то время как ваш брат только на 3. Вопросы вам показались легкими? Ну да, были вопросы, которые можно было ответить, но надо было больше времени подумать. А на последний вопрос, где нужно было подсчитать, вы могли бы дать правильный ответ, если бы было больше времени? Да. Итак, Степан получил преимущество. Теперь он начинает первый, второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход хода в этом этапе осуществляется после ошибки игрока.
А это означает, что первый игрок, не допустив ни единой ошибки, может не дать шанса своему сопернику ответить хотя бы на один вопрос. Степан, название официальной валюты какой страны совпадает с названием музыкального инструмента? Пас. Лира, Турция. Джулур, кому приписывается фраза «кто с мечом придет, от меча и погибнет»? Пас. Александр Невский. Степан, в какой одежде, согласно русской поговорке, родился удачливый человек? В Рубахе. Верно. Где расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации? Джулур, какой русский художник-баталист погиб при взрыве броненосца Петропавловск? Пас. Верещагин. Степан, какое животное зовут Крошем в мультсериале «Смешарики»? Заяц. Верно. Предложение «возвращайтесь поскорее» относится к побудительным или повествовательным? Побудительно. Верно. Какое растение дало название музыкальному инструменту кастанеты? Пас. Каштан. Джулур, сколько человек в одинаковой форме находится во время игры с каждой стороны волейбольной сетки? 12. По 5. Степан, кто написал баллады Светлана и Людмила? Пас. Жуковский. Джулур, если нечетное число разделить на 2, какое число получится в остатке? 1. Верно. Сколько республик входило в состав СССР перед его распадом? Пас. 15. Степан, в какой стране родился сказочник Ганс Христиан Андерсен? Америка. Дания. Джулур, назовите высочайший водопад на Земле. Пас. Анхель. Степан, кого во всем мире называют цюрихскими гномами? Пас. Банкиры в Швейцарии. Джулур, персонажами какой оперы Мусоргского стали Марина Мнишек и Василий Шуйский? Пас. Борис Годунов. Степан, назовите исполнительницу роли Лилу в фильме «Пятый элемент». Пас. Мила Йовович. Джулур, благодаря какому спорту прославилась Елена? Я не успела закончить вопрос. Время закончилось. Второй раунд завершен. А теперь сухие факты. Во втором раунде вам было задано 17 вопросов. При этом Степан дал 3 правильных ответа, а Джулур только 1. Это означает, что именно Степан проходит финал игры «Ума палата». Джулур, что помешало вам выйти в третий раунд? Снова медленный мозг? Медленное мышление. Мгм. Не развито особо. Кто из Ну вас и- старше? Я? Вы старше? Да. Ну, уступили младшему. Это вас не смущает? Нет. Мгм. Понятно. Если Степан выиграет деньги, вы предложите ему поделиться? Нет. В этом нет вашего вклада, вы считаете? Ну, хорошо. Ну, если у вас нет таких амбиций, то, видимо, и прощаться уже нужно с нашей передачей. До свидания. До свидания. Степан, вы остались одни. Вам не страшно без поддержки своего брата? Немного. Немного. Чего боитесь? Что сложные вопросы будут. Каких вопросов вы боитесь? С какой области знания? Математических. А в гуманитарных науках вы сильны? Средний так. Средний. Вы ведь вроде бы выше озвучили, что учитесь в колледже связи, Да. энергетики и боитесь математических вопросов. Ну, я могу их решить, но времени надо побольше. У вас тоже медленный мозг. Ну, математический пример могу решить, но не настолько быстро. Времени Понятно. может не хватить. Хорошо, теперь правила нашей игры. Степан, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по итогам всех раундов у вас появится уникальный шанс выиграть наш денежный приз 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы сможете выиграть в конце нашего телесезона. Степан, какая дата стоит на акте о военной капитуляции германских вооруженных сил? Пас. 8 мая 1945-го. Как звали искусственную ткачиху, которую Афину превратила в паука? Пас. Арахна. Персонажами какого романа Виктора Гюго являются Клод Фролло и Феб де Шатапер?
Пас. Собор Парижской Богоматери. Название какой английской единицы длины в переводе означает ступня? Дюймы. Фут. В каком советском фильме звучит крылатая фраза «Таможня дает добро»? Пас. Белое солнце в пустыне. Название какой из республик в составе Российской Федерации переводится как «Красный город»? Пас. Мариэл. Как называется в шахматах ход, при котором передвигаются сразу две фигуры одного цвета? Правильный ответ – рокировка. Сколько всего биссектрис в прямоугольном треугольнике? 2. 3. Какая морфема служит для связи слов в предложении и образует форму слова? Пас. Окончание. Время вышло. Игра закончилась. Как ваши ощущения? Плохо. Вы готовились к игре? Нет. А стоило? Почему плохо? Почему вы так ответили на вопросы третьего раунда? Плохо Что вам знаем помешало? басни, и времени мало было. Итоги следующие. За время игры я задал вам 9 вопросов, при этом вы мне дали 0 правильных ответов. Это один из рекордов, между прочим, нашей игры. Итак, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. До свидания. Это игра «Ума палата». Может быть, наши следующие игроки не упустят своего шанса. Узнаем через неделю.